ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 14:00, городская администрация. Брифинг начальника транспортного отдела Виктории Кировой. Встречу в актовом зале организовали специально для журналистов. Все благодаря активному обсуждению в последние дни муниципального аукциона на пассажирские перевозки. Напомним, недавно стало известно, с улиц исчезнут «Газели». Вместо него перевозчик должен выпустить на маршрут машины моложе 10 лет и не меньше 18 мест. Перевозчики запаниковали. Критерии в сегодняшних реалиях жесткие, мягко говоря. Мы посчитали количество транспортных средств по городу, сколько всего из всех транспортных средств, которые ездят, не соответствует заявленным требованиям заказчика. Оказалось, что около 70% всех автобусов в нашем городе не удовлетворяют этим требованиям. Значит, нам дали на замену техники там крайне короткий, где-то около 1 месяца. В интернете тему стали активно обсуждать и пассажиры. Если автобусов станет меньше, то ждать их придется на остановках дольше. Прекрасная перспектива на зиму. Сегодня мы можем успокоить пассажиров. Меньше автотранспорта не станет. Вместимость увеличится, и от количества транспортных средств, которые будут задействованы в пассажирских перевозках, они останутся на уровне 2015-2016 года. Может быть, плюс-минус. Так что проблемы остаются только у частных перевозчиков. В администрации четкая позиция: менять транспорт нужно. А кто в аукционе участвовать не может, пусть смирится. В администрации проводились неоднократные встречи с индивидуальными предпринимателями, с потенциальными участниками, на которых говорилось о том, что у нас будут установлены такие требования. К слову, те, кто перевозками занимается, говорит обратное. Поменять технику им предложили в сжатые сроки. Нет, нас поставили перед фактом, мы не знали об этом. И должны были хотя бы предупредить, хотя бы год дали бы нам на то, чтобы поменять. А не неделю-две. Это же нереально просто. Кто из наших собеседников слукавил, не ясно. Ясно то, что многие из ухтенских перевозчиков все же не успели обновить свои авто. Правда, шанс продолжить работу в привычном формате у них есть. Если вдруг электронный аукцион не состоится по какой-то причине, «Газели» продолжат курсировать по своим маршрутам. Правда, до того момента, пока не придет перевозчик, согласный на условия администрации. Итоги торгов будут известны 15 ноября.